Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. В нашем непростом современном мире татары задались вопросом, а как сегодня должен выглядеть мужчина-татарин? Почему вдруг этот вопрос возник сегодня? А вы приглядитесь вокруг. Люди часами напролет сидят в соцсетях, друг другу пересылают фотки, постят их у себя в Инстаграме. Сегодня вполне нормально, например, сделать какую-нибудь тематическую фотосессию с семьей. А еще сегодня прекрасно развита и продолжает развиваться культура косплея. Ну, это когда люди перевоплощаются в образы каких-нибудь героев из поп-культуры, то есть книги, комиксы и фильмы. Людям это настолько интересно, что они готовы тратить уйму времени на шитье соответствующей одежды, заморачиваться в какие-то детали. И вот татары задумались, а есть у нашего народа достойные, интересные образы, для воплощения которых нам, татарам, не было бы жалко ни времени, ни денег, ни сил. Представьте себе современную жизнь обычного татарина в России. Допустим, днем он офисный планктон, в рубашке, в костюме, он такой, как все другие работники офиса. Это касается и татар-таксистов, и татар-продавцов магнитов, пятерочек, и татар-трактористов, и так далее. И вот наступает Сабантуй. Какой образ мужчина-татарин может на себя примерить? Какой образ татарина он может выбрать для фотосессии? А ведь ему вполне хочется выглядеть уверенно, брутально. Никогда не задумывались об этом? По идее, у татар главный поставщик мужских образов – это все, что связано с борьбой куреш. Также мы можем видеть татар в тюбетейках, отплясывающих какой-нибудь национальный танец на том же Сабантуе. И татарский образ есть у учеников медресе. Но по факту сегодня мужчины-татары считают, чтобы подчеркнуть, что они татары, достаточно только надеть тюбетейку. К слову, у борцов куреш отношение к своей борьбе сегодня консервативное. Они хотят, чтобы куреш был только у татар. А ведь похожая борьба есть у башкир, казахов, киргизов. Өстәп әйтәм, дөрес әйтә, Илнар, дөньяда бик күп көрәш төрләре. Бик күп билбаулы көрәш төрләре. Казах, үзбәк, кыргыз, түрек, татар, күп алар. Ләкин безне максат, бөтен дөнья күләм федерацияларының максаты бөтенебезнең көрәш төрләрендә берләштерә ала торган ниндидер нокталарны табып, тай нокталарын табып, аларны бер биеклеккә күтәрергә. Шуңа күрә дә инде үзгәрешләр киреп алганнар иде. Ләкин шул ук вакытта менә нәрсә ачыклана, без дөнья буйлап күп йөрергә туры килде. Кыргыз татар көрәшен көрәшми. Татар кыргыз көрәшен көрәшми. Ул аны көрәшә бер ярышта, ә ул аны үстерергә, үзенеке аңа якынрак. Шулай бит. Шуңа күрә безгә үзебезнең менә шушы күтәреп алып, аркага салган дигән, җырларда җырланган шушы менә шушы кичкенә генә җиблә ул безнең көрәшнең бөтен кагыйдәсе. Анда аяк чалу да юк, анда әйләндереп барып җибәрү дә юк. Ул менә күтәреп алып, аркага салу. Демәк, безнең татар көрәше ул беренче чиратта безнең үзебезгә татарларга кирәк инде. А почему не договориться о каких-нибудь общетюркских правилах? У муфтия Татарстана Камиля Хазрата Самигуллина тоже есть мысли насчет актуальности борьбы куреш в современном мире и насчет нынешнего образа татарина. Если спорт, какое-то боевое искусство должно развиваться, то оно должно быть зрелищным. Зрелищным, например, если мы посмотрим, то есть на что сейчас смотрит молодежь, смотрит UFC. Yeah. Конечно, это нам не подходит, потому что удары в лицо не соответствуют нашей религии. Но мы опять же посмотрим на то же самое самбо. Пусть будет это новодел, но в нем есть, то есть классический раздел, есть боевой раздел. Теперь говорю, что если мы хотим, чтобы люди больше смотрели, нам нужно подумать о боевом разделе куреша. Боевой раздел. То есть боевой, прикладной раздел можно назвать. А сейчас... То есть прикладной боевой раздел. Я простой пример приведу. То есть мы занимаемся борьбой. Пришел человек, он очень
Ну, как бы человек думает, что в этом есть тоже правда, что это очень честная борьба, потому что у кого сильнее мышцы, бицепсы, тот и победит. Но в жизни не все однозначно. То есть представим поле брани, мы не выходим друг против друга по весу, там присутствует хитрость, ловкость, другие аспекты. И вот я простой пример. Пришел парень, который долго занимался национальной борьбой, он очень сильный. То есть он очень сильный. Даже не обязательно, мы смотрим, вот у меня там товарищ с ним боролся. Он очень сильный, он этого товарища и так, и сяк бросает, но в итоге товарищ его задушил. То есть вот тот не обладает этими приемами, то есть там нет удушающих, но вот он маленького роста, в 2 раза практически легче его, все равно придушил, тот сдался. То есть в хорошем смысле. Камиль Хазрат Самигуллин предлагает возродить татаро-башкирский вид единоборств каракаплан. К сожалению, сегодня татары и башкиры утратили знания об этом боевом искусстве. Мы вспоминаем, смотрим на источники, это и Айнур Бергалин Хазрат упоминал. Раньше было боевое искусство, которое практически забыто, называлось каракаплан. Каракаплан. То есть каракаплан, и татары раньше этим владели. То есть невозможно представить, чтобы целый народ то есть не владел ничем, не было никакого боевого искусства. Если есть понятие, то есть батыр, то есть он же как-то должен был выглядеть. Да. То есть, значит, чем-то он должен был владеть. А еще Если есть татарская сабля, хотя ее осталось, то есть мы понимаем, что это искусственно все уничтожалось, всего в музее несколько штук мы можем найти, и нет. Если посмотрим на другие страны, там на какие-то русские мечи, там османские сабли какие-то, их очень много, они хранятся в музеях, их огромное количество, наших практически нет. То есть где они? А что вообще известно об этом каракаплане сегодня? Здесь тоже мы понимаем, что это боевое искусство воина, значит, он хорошо стрелял из лука, значит, владел саблей. То есть зачем это сегодня? Это этнофитнес, когда твой мозг работает вместе с мышцами, ты, например, можешь рубить лозу, рубить какие-то предметы красиво, там на лету яблоко, например, разрубать. Это же все этнофитнес. этнофитнес. То есть человек занимается гольфом, то есть его глазомер, работает правильно глазомер, ударяет руки, и он попадает в лунку. То есть он молодец. Но попробуйте пофланкировать саблей, правильно разрубить, например, какую-то там пластиковую бутылку или яблоко, картошку на лету. То есть это тоже требует большой сноровки, долгого времени занятий этим и держит человека в тонусе. То есть это национальное. То есть мы должны возвращаться к своему национальному, чтобы чувствовать связь, свою связь со своими предками. А как вам мысли муфтия о стереотипном восприятии татар? Почему образ татарина, он сегодня певца, артиста? Завтра мы с вами должны нарядиться на сабантуй, мы оденем красивую пеструю тюбетейку, Да, какой-то костюм. Почему мы нация, то есть только... Я не говорю, что танцором быть это плохо, но мы же не нация только танцоров и певцов. Нет, просто вот на стереотипах, если посмотреть, вот башкир, он на коне, он с колчаном, со стрелами, с луками. Казак с нагайкой, ну, может быть, тоже на коне. Мы с чакчаком. Да? А мы с чакчаком и с тюбетейкой. Ну, как так получилось? Ну что ж, будем смотреть и следить за тем, как у татар будет возрождаться каракаплан. Преуспеют ли в этом деле башкиры? Надежды на это, конечно, есть. Член комиссии по татарскому языку при президенте Татарстана Ильсия Ахмедганиева призывает родителей, кому важно, чтобы их ребенок знал татарский язык, сплотиться, чтобы отстоять право на изучение родного языка. Формально у татар России есть право сохранить свой родной язык. Владимир Путин недавно подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года. В указе есть цель. Сформулирована она очень длинно, так что подготовьтесь. Итак, цель государства – создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России и их исторических, национально-культурных традиций. Где здесь родной язык, скажете вы? А не является ли родной язык духовно-нравственной ценностью народов России? Наверное, да. Жаль, что так хотим понимать этот
документ, скорее всего, только мы, коренные народы России. А вот понимают ли так сами авторы текста указа? Большой вопрос. Тем временем в Казани сообщество татароязычных родителей сплачивается, собирается и обращается за помощью к депутатам Госсовета Татарстана. Сохранение татарского языка, по мнению руководителя этого общественного движения Ильсии Ахмедганиевой, это долг не только руководства республики, но и каждого гражданина, считающего себя татарином в душе. Вернуть татарскому языку право на существование в системе образования – это главное требование подписантов. Они считают, что необходимо также внести татарские учебники в федеральные списки. Без этого невозможно вести обучение на татарском языке и преподавать сам язык как предмет. Они требуют прекратить прокурорские проверки в школах, которые участились в последние годы, вернуть возможность сдавать экзамены и получать высшее образование на родном языке. Это письмо уже подписали более 200 человек. У нас все-таки нет условий для воспитания детей на родном языке. Конечно, где-то локально эти условия есть, но так как многие родители не имеют там территориальной возможности, да, у нас все-таки нет среды татарской в детских садах и в школах в том числе. А вот мама 3 детей, Миляуша Шарафутдинова, рассуждает, почему сегодня в школах нельзя получить знания на татарском языке и знания по татарскому языку и литературе. Балалар мәктәпкә кергәндә татар теле көн сайын диярлек керә иде. Менә соңгы 2 елда барсы да үзгәрде. Атнага 2 мәртәбә берсе татар теле, берсе татар әдәбияты дәресләре генә калды. Ул бик аз. Хәзерге көндә татар телендә, татар әдәбиятында, тарихында, сәнгатендә белмибез, балалар да белми. Татароязычные родители обращают внимание, что проблемы с татарским языком есть не только в школах, но и в детских садах. Менә сезнең бит инде кечкенә балагыз әле бакчага йөрийме? Анда ситуация ничегрәк? Минем төпчегемә 6 яшь. Без прописка буенча гади бакчага кергән идек. Анда татар төркеме бар иде. Без анда эләктек. Мин аңа бик куанган идем. Но чынлыкта алай булып чыкмады шул. Димәк, татар төркемендә татарча мөхит юк идеме? Беренче ел бар иде. Аннары нишләптер бетте ул. Тәрбияче үзгәрдеме? Юк. Шул ук тәрбияче калды. Тәрбияче дә калды. Элек бала группага кергәндә аның белән татарча исәнләшәләр иде. Хәзер юк. Гомумән бөтен татар телендә чаралар бетте. Утренникта дисәңме, дәресләрдә дисәңме, дәресләрне күргәндә юк. Булдым алар юкмы, сизмәдем. Татароязычные родители сетуют, что сегодня разница между татарским детсадом и русским детсадом сокращается. Все это происходит потому, что детей отдают в детсады, исходя из прописки или места проживания родителей. Поэтому очевидно, что русскоязычные родители видят рядом со своим домом татарский детсад, ребенка отдают туда, но будет ли у этих русскоязычных родителей желание, чтобы их ребенок обучался татарскому языку? Вопрос вопросов. И, как вы понимаете, несмотря на отсутствие у них такого желания, детсад все равно обязан взять к себе ребенка, русскоязычного родителя. Таким образом, татарские детсады постепенно заполняются детьми родителей, которым не нужен татарский язык. Все это, конечно, негативно сказывается на татарской среде. Страдают родители, которые хотели бы все-таки, чтобы их дети знали татарский язык. Такая ситуация касается не только детсады, но и школы. 9 августа исполняется 76 лет со дня публикации постановления Центрального комитета ВКПБ о состоянии мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в татарской партийной организации. Этим документом татарам практически запрещалось
превозносить достижения и вообще упоминать что-то положительное из истории Золотой Орды. Этим документом вводился прямой запрет на популяризацию эпоса «Эдигей». Таким образом, о Золотой Орде можно говорить только в отрицательном ключе. И если возникает вопрос, а откуда татары появились в Поволжье, то их этническое происхождение следует увязывать с Волжской Булгарией, ну или на худой конец с Казанским ханством. И вот более 200 лет государственности Золотой Орды и разного рода этнические процессы в нем теперь учитываться не должны. Чтобы понять лучше влияние этого постановления на татарский народ, разделим его на 3 группы. Первая группа – это руководители ТАССР, вторая группа – это татарская интеллигенция, и третья группа – широкие слои общественности и ученики школ. Документ о запрете на Золотую Орду верхушка советской Татарии приняла как солдат беспрекословно. Глава ТСР Фикрят Табеев в 1978 году рассказывал ученым, что татары совершили большую ошибку, что в первые годы советской власти народу надо было назваться булгарами. В 1982 году на смену Табееву в руководство ТСР приходит Гумер Усманов. Его взгляды на этническую историю татар не сильно отличались от позиции Табеева. Есть даже сведения, что Усманов и вовсе хотел рассмотреть вопрос о переименовании татарской автономии в булгар перед Институтом языка, литературы и истории. И когда в 1989 году состоялся первый съезд Татарского общественного центра, то в отделе идеологии татарского обкома КПСС сразу появилась записка, в которой было высказано возражение, что у татар ТАССР нет никакого дела до татар в других регионах России и Советского Союза. Благо, сегодня такое узколобое мышление, что татары живут только в Татарстане, что республика должна заботиться только о своих татарах, преодолено. О преодолении этого говорит программная статья президента Татарстана Рустама Минниханова. Таким образом, булгарийский проект, порожденный постановлением 1944 года, напрочь отсекал татар Татарстана от других татар России. Напрочь перечеркивались такие понятия, как татарский мир и татарские диаспоры. Булгарийский проект в начале 90-х годов подпитывался российским академиком Валерием Тишковым, который в 1993 году был председателем Государственного комитета по делам национальности Российской Федерации. А что думала татарская интеллигенция о булгаризме? Уже в середине 30-х годов, когда остаются считанные года до массовых сталинских репрессий, татарская интеллигенция пытается отыскать будущее татарского народа, опираясь на его исторические корни. Муса Джалиль в 1936 году написал либретто оперы «Алтынчаш», где есть исторические отсылки к взаимосвязи Золотой Орды и Казанского ханства. Накый Исамбет публикует в 1940 году эпос «Эдигей», где Золотая Орда и личность Эдигея интерпретируются, можно сказать, в прогрессивном ключе. Татарская интеллигенция аккуратно, в жесточайших и непростых условиях репрессивной машины Сталина поднимает голову. И вот постановление от 1944 года. Можно сказать, раскалывать татарскую гуманитарную интеллигенцию на 2 лагеря. На исполнителей постановления, которые набросились на популяризаторов знания о Золотой Орде, и на тех, кто отбивался, защищался и сопротивлялся сталинской идеологической махине. Например, академик Мирфатых Закиев в начале 1993 года пытается оправдаться, что никакого запрета на изучение Золотой Орды и замещение ее в Волжской Булгарии в постановлении 1944 года не было.
слову, он был тем еще булгаристом. Одним из прокладчиков идей и замыслов Сталина по отсечению татар от Золотой Орды в среде татарской интеллигенции выступил казанский историк Хайри Гемади. В 1951 году у него случилась дискуссия с другим историком-татароведом, с Магометом Сафаргалиевым, который отстаивал тезис, что татарский народ в период Золотой Орды тоже находился в состоянии формирования как этнос. Историк и академик Миркасым Усманов также на себе испытывал нападки недовольных булгаристов за то, что объектом своих исследований он выбрал именно Золотую Орду, а не Волжскую Булгарию. Баталии между татарскими учеными, доносы друг на друга все-таки оставались в кругу этой самой татарской интеллигенции. Послушные исполнители и сталинские шестерки, конечно, взяли под козырек основные тезисы постановления 1944 года. Но, например, такие историки, как Шамиль Мухамедьяров, Миркасым Усманов, Асгар Мухамадиев в 1950-х и 70-х годах продолжали свои изыскания по золотоордынскому направлению. В то же время татарскость в том же ТАССР в конце 30-х и в конце 40-х годов никуда не задвигали. В Казани появились Татарская государственная филармония, Татарский государственный театр оперы и балета, Государственный татарский ансамбль песни и пляски. А уже в 1956 году, после смерти Сталина, крупный и авторитетный археолог Алексей Петрович Смирнов на конференции по археологии в Казани поставил вопрос ребром, что нужно реабилитировать изучение истории Золотой Орды. А в 1958 году на совещании с руководителями татарского обкома КПСС Салих Батау, Шайхи Манур и другие представители татарской интеллигенции тоже поставили вопрос ребром, что нужно реанимировать популяризацию эпоса Идигей. В общем, татарская интеллигенция ругалась друг с другом на научных конференциях и на страницах сборников статей. Но у постановления 1944 года была и другая сторона, более печальная для татарского народа, чем междусобойчик татарской интеллигенции и солдатская исполнительность правителей ТАССР. Мы говорим о влиянии постановления 1944 года на более широкие массы людей, на простых обывателей, не углубленных историческими знаниями. Рожденный этим постановлением булгаристский проект побудил некоторые этногруппы астраханских татар записаться нагайцами. Сибирские татары вдруг решили, что они отдельный и особенный, совсем другой татарский народ. На уроках истории России у представителей тюркских народов, и в частности у татар, из-за однобокого освещения темы татаро-монгольская ига формировались этнические комплексы неполноценности и татарофобия. Проявление всего этого, я думаю, вы можете наблюдать и сегодня в некоторых книгах, фильмах и сериалах. Увы, но говорить о Золотой Орде как о матрице для будущего российского государства у нас сегодня не очень принято.